Изенер прайзнар писузер чабыс хакастельным уроктарын. Пюмпстен ибдигетогс. Ибдигетогс категория притяжательности. Давайте начнем, Евгений, с вас, с вашего рабочего стола. Я сейчас передам демонстрацию экрана и начнем. Так, ну давайте все. Функция должна у нас работать. Секундочку. Ключевая. Так, ключевая. Мен эдис хамызымда, чиршемде, самнағымда, сабанымда, бычағымда. Мои посуды, блюдца, ложки, бочки, ножи. Ну, это как бы, может быть, логически неправильно, я чисто грамматически старался. Так, ну, тут, в принципе, все верно. Только не торопитесь. Давайте по произношению, прошу, еще поработаем. Миның эдис хамызымда. Эдис хамызымда. Менің эдис хамызымда. Ширшемде. Ширшемде. Самнағымда. Сабанымда. Пышағымда. Все, и дальше. Сенің эдис хамызымзар, чирчеңзер, самнағыңзар, сабаныңзар, пычағыңзар. Твою соду, блюдце, ложку, бочку, нож. Да, вы употребили аффикс направления, да, в твою посуду, ну, верно, так. Да. Сейчас. Аның эдис хамызыға, чирчезыға, самнаныға, пычағыға. А тут что-то я не уверен, кажется. Так, да, вот смотрите, здесь немножко мы этот падеж пройдем, мы его еще не прошли. Аның эдис хамызына там должно быть. Гаге это немножко другое. Хамызна мы потом это пройдем. Пока этот пример оставьте, мы потом будем поправлять. В следующий раз поправите. Но пока вот этот пример оставьте. Так, это для изучения. Дальше уже без направления, просто притяжательно. Давайте. Эдис хамызбыз, чиршебыз, самнағыбыз, сабаныбыз, пычағыбыз. Ага. А теперь смотрите наши, да, ну понятно. Смотрите, пистен эдис хамыз, а теперь там прибавляйте аффикс ыбыс, да. Эдис хамыз, ыбыс должно быть. И тогда с озвучается. Хамыз с. Вот хамызыбыс должно быть. Вот. Пистен эдис хамызыбыс, чиршебыз, мында орте, тут правильно. Самнахыбыс, то же самое. Самнағыбыс, да, озвучается. Сабыныбыс, орта, пышағыбыс. Здесь правильно сделали. Так, вот смотри, да, наши посуды, блюдцы, ложки, бочки, ножи. Это все в русском языке тоже, ну, во множественном числе должны быть. Блюдца, наверное, были, да, в русском языке. Я, честно сказать, русский не очень хорошо знаю. Ножи, бочки, блюдца, наверное. Не блюдцы, а блюдца, наверное. Так. Сирерна. Идем дальше. Сирерның эдис хамызғнар, чирчеңер. Ну, дочитайте, а потом исправим. Самнағыңар, сабаныңар, пычағыңар. То же самое. Эдис хамызыңар. Да. Ынгар, хамызыңар. Чирчеңер орта, самнағыңар, тоже поправляем. Самнағыңар, сабыныңар, пышағыңар. То же самое, да. Пышағыңар. Сырының пышағыңар. Так, ваши, да, посуды. Оларның эдис хамызы, чирчезы, самнағы, сабаны, пычағы. Пышағы. Оларның хамызы, чирчезы, самнағы, сабыны, пышағы. Вот тут смотрите, давайте я немножко еще поговорим. Если, допустим, вы хотите во множественном числе сказать их посуды, да, ну, допустим, оларның эдис хамыз тар во множественном числе, и потом только уже примыкаете притяжательность. Хамстары. Оларның эдис хамстары. Тогда будет корректнее. Хотя это тоже
правильно. Вот то, что вы сделали, это тоже верно. Там ошибки нету. Я просто лишний раз говорю, что в хакасском языке возможно то и это. Уларның этсхам стары, ширшелері, самнахтары, сабыннары, пышахтары. Вот. Это для, вот, в общем, в хакасском языке вот тоже странно как-то немножко, да. Уларның этсхамызы, если да, верно. Этсхам стары тоже верно. И так, и так. Чем отличается? Давайте я на этот вопрос попозже отвечу, хорошо? Потом уже, не сейчас. А так все грамматически верно. Кроме вот, примера на анын, там мы будем разбирать, это там другой падеж. Анын это схамызына. Это винительный падеж. Все шахсы, хорошо? Так, давайте дальше. Я сейчас включу вот ваши примеры. Ну, я к себе скопировал их сюда и будем читать с моего документа. Пюрчеба. Так, давайте, Оксана, с вас начнем. Оксана, зачитывайте и будем разбирать. Фразина Айзенер. Изенер еще раз. Минен институт дымда. Ага, я еще раз. Минен институт дымда. Миның институтымда. Орта. Минен институт дымда. Орта, я. Синен тоғызыңда. Орта. Синің тоғызымда. Орта. Аның тракторызыңда. Ага, ну давайте вот кто-нибудь ошибку замечает? Аның тракторызында. Тракторында. Совершенно верно. Почему не вот. Смотрите, трактор заканчивается же на согласное, а вы помните, вот трактор, если вот в таблице посмотреть, да, сейчас подождите, вот таблица на согласное, трактор и тракторы. Видите, да, по таблице? Я. Так, хорошо. Вот. Поэтому тракторы должно быть. И аның тракторында в твоем тракторе. Так, дальше. Пстын колледжи быста. Угу. Так, как бы все верно, да? Ну, давайте по твердости, мягкости поправим еще. Колледж, едж. Это мягкое или твердое? Последний слог. Мягкая. Да, тогда будем, вариант какой будет? Бис. Те, да. Колледж бисте. Поняли, да? Я. Еще раз прочитайте, пожалуйста. Пстын колледжи бысты. Пстын колледж бисте. Шахсы. Дальше. Срерның вокзалынарда. Угу. Серерның вокзалың, да, ваш вокзал арды, вокзалың арды. Ну, тут верно все так, анаңдар. Оларның музейында. Так, музейында или музейінде? Музейінде. Вот так будет, да. По мягкости, как конечный слог он мягкий, е мягкая у нас. Оларның музейінде, в их музее. Так, ну давайте, ага, и давайте вот это склонение ваше посмотрим. Миның күнім, миның күнім. Читается миның күнім, мой день. Миның күнім, Да. мой день. Угу. Миның идис хамызым. Эдис хамыз, эдис, ну я тут дописываю, просто я так понимаю, что у вас буквы нету, да? Так. Что-то идем. Тут идем было, да? Миның идім. Да. Идем пишется так. Миның идем. Так, мое мясо, грубо говоря. Так. Миның пыжағым. Пыщагом. Пыщағым. И? Миның арғызым. Орта миның арғызым. Так, дальше. Сенің күнің. Сенің күнің. Сенің күнің. Сенің идіс хамызың. Сенің идің. Сенің пыщағың. Сенің арғызың. Орта. Аның күні. Аның күні. Аның күні. Аның идіс хамызы. Аның иді. Аның пыщағы. Аның арғызы. Так.
Пстин күнебіз, пстин Күннебіз. идіс Күннебіз. күнебіз, Күннебіз. пстин күнебіз, Күнне. Еще. Күнне. Не күнне, а күннебіз. күнебіз, Во. пстин күнебіз. Пстин идіс хамызыбыз, Эдис хамызыбыз. Эдис хамызыбыз. Так, дальше. идіс хамызыбыз, пстин идібіз, Орта. пстин пішағыбыз, Орта. пстин арғызыбыз. Орта. Пістің арғызыбыз. Орта. Мында прощақсы. Тут все хорошо. Так. Сірернің күнніңер, Да, сілердің күнніңер. Күнніңер. сірернің күнніңер, Мгм. сірернің идіс хамызынар, Орта. Эдис хамызыңар. Орта. идіс хамызыңар, Жақсы. сірернің идіңер, Жақсы. сірернің пыжағыңар, Пышағыңар. Пышақ. пышағыңар, Мгм. сірернің арқызыңар, Мгм. оларның күнні, Оларның күнне. Оларның күнне. оларның күнні, оларның идіс хамызы, Эдис хамызы. Эдис хамызы. идіс хамызы, оларның иді, оларның пышағы, оларның арғызы. Мгм. Ну, переводы все понимаете, остальные? Күннен эдисхамызым. Эдисхамызым моя, миның эдисхамызым моя посуда. Идым мое мясо, пышағым мой нож, арғызым мой друг. Так. Че, Наталья? Ну, вы уже... Минен идис Читайте. шершем, пыжағым, пшағым, Пышағым. синен идис хамызың, шершен, пыжағын, Пышағым. анын Пышағым. Тут не же, а пышағым. Пышағым. пшаг, анын идис хамызы, шершезі, пышағызы, Пышағызы или пышағы? Вот смотрите. пшағызы. Да, пшагы. Почему пшагы? Давайте еще раз к таблице. Пшагы. Пшаг заканчивается на согласное. Анын, да, смотрим, анын. Пшаг, пшагы. Вот он, примыкает. Понятно, да, вот по согласным идем. Анын пшагы, поэтому. Но г озвучается, х озвучается в г. Так, дальше. Пстин идис хамызыбыз, пстин шершебіз, пстин пшағыбыз. Пшагыбыз. Сірернін идис хамызыңар, сірернін шершеңер, сірернін пшағынар. Я сірернін пшағынар. Оларның идис хамызы, оларның шершезі, оларның пшағы. Теперь смотрите, оларның, не уларның, а олларның. Олларның, вот этот второй оллар, он немножко приглушается. Вот еще раз, давайте точнее. Олларның. Оларның. Олларның, вот. Олларның, не уларның, а олларның. Давайте еще раз. Олар пшағы. Жақсы. Так, ну давайте, Юля, идем. Миның шершем, шаймағым идім. Сенің шершең, шаймағын идін. Шаймағын. Шаймағын идін. Идың. Идың. Во, четче. Идың. Так. Аның шершезі, шаймағы иді. Біздің шершебіз, шаймағыбыз идібіз. Сірернің шершеңер, шаймағыңар идіңер. Оларның шершезі, шаймағы иді. Жақсы. Так. Эламан. Слышите? Да. Ага, давай. Менің черімде чоң тағылар. Так, да, перевод сразу. На моей земле большие горы. Да, вот тут сейчас поправлю грамматически. У нас по-хакасски пишется шир.
Ширимде. Шон таг. И смотрите, таг гора, но у нас вот идет таглар. Это у нас там множественное число мы проходили. Минен ширимде шон таглар. На нашей земле большие горы. Шахсы. Ага. Анын пышагы хамай. Да, тут вы поняли теперь, да, ану пшагы, между двумя гласными, между а и ы. И поэтому она звучается. Почему? Потому что гласные звонкие, и у нас глухой звук тоже оно становится звонким, как бы в солидарности с этим звонким. Ану пшагы. Его нож Так, хамай. его плохо, Его нож нож плохой. плохой, да, шахсы. Так. Да. Пиздин палавус чон. Шон. Шон. Так, перевод какой? Наш ребенок большой, да? Шахсы, да, наш ребенок большой. Мгм. Ага. Оларнын турагы гайда. Так. Где их дом? Да, смотрите. А теперь давайте посмотрим по таблице притяжения. Туре, корень слова, да. Уларнын, значит, что мы... Туре, так. Туразы. Туре, да, на гласное заканчивается и будет туразы. Поняли, да? Мгм. Туре. Да. Туре, значит, тут у вас будет, должно быть туразы. Вот так. Теперь верно. Еще раз прочитайте, пожалуйста. Хорошо. Оларнын туразы гайда. Хайда, да. Ну вот у вас, наверное, К произносится, а у нас Х вот, четко. Хайда. Мгм. Хайда. Уларның туразы хайда. Так. Ага. Сенин телефоныңда ойын бар. Или... Ойын. Да, там у вас Ойын. бар. Да, смотрите. Это по-киргизски бар, по-моему, да? А в хакасском языке пар. Пар. Ой, Да. пар. То же самое, только пар. Синің телефоныңда ойын бар. Перевод. В твоем телефоне есть игра. Ну, если честно, я вот с Синин вообще запутался. Так, синің. Но смотрите, вот что непонятно. Синин это значит в твоем, да, можно как Твой, да, или твой. Именно твой. Да. Тогда получается твой телефон. Тут у вас грамматически все правильно. Синің телефоның, да, ну давайте пока, допустим, вот отсоединим, уберем, да. Синің телефоның, твой телефон. Да, вы правильно поставили вот в месте, где у тебя в телефоне. То есть там что-то находится, место. Это все правильно. Синің телефоның, да, у тебя в телефоне. Ойын пар, игра есть, да. Синің телефонында ойын пар. Это как бы То есть правильно, да? Да, правильно, уж так, тут верно. Шахсы. Так, давайте мы сейчас, я хочу вам предложить почитать тексты на хакасском языке, и потом к концу занятия мы чуть-чуть попытаемся пообщаться друг с другом. Так, быстренько сейчас зачитаем тексты. Подождите, я тут остановлю демонстрацию. Сейчас. Хочу предложить текст. Так, Кюрчебе. Текст. Кюренче. Так, давайте начнем, Евгений, с вас. Задача какая? Зачитать текст, что поймете, не поймете. Интуитивно, ну, в общем, надо понять, о чем здесь примерно по интуиции. Давайте, читаем и слушаем. Евгений, давай. У меня что-то слева не полностью вылазит текст. А вот кускут надо будет, вот этот вот стихотворение, вот это. Ага. Больше не надо. Күзгі күннер басталша, күннің күнге чил полша. Пара, парших, пижелер, ханаттарын хатырча. Хыраларым хур барып, хомзыныста чат халды. Хара пулут ту тартынып, хыро тупанарны чайды. Так, интуитивно, сколько процентов понимаете текст, не понимаете примерно, о чем что-то? Что-то слова редкие для меня, ну, меньше половины. Так, о чем примерно стихотворение? Ну, киску осень. Ага, осень. Ага. Осенние дни начинаются. Да, вот күзгі күннер пастельча. Тут, мне кажется, должно быть понятно, да? Күзгі осень, күн, күннер, дни, пастельча начинается, так?
Дни солнечные, Күннен күнге шил больше. Шил это ветер. ветер, днем ветер Да, күннен бывает. күнге. Ну, смотрите. Күннен Каждый күнге. день? Күннен, помните, из дня в день, изо дня в день. Күннен күнге шил больше. Бывает ветер, если дословно, да. Күннен күнге шил больше. Так, ладно, давайте дальше продолжим. Ламам, еще раз прочитайте, мы разберем третью, четвертую строку. Ламам, Белас. Полностью читайте и третью. Стих, да? Ага. Күзгі күндер басталша, күннен күнге жыл болша, қара наршық нечелер, қанаттарын қатырша, қараларын хұрнарып, қомызыста чат қалды. Қара полық ту тартынып, хыро тубаныр чайда. Тубанарны шайды. Шахсы. Так. Тубараны чайда. Первые две строки понятно, я надеюсь. Күзгі күндер басталша. Мы еще раз добираем, как бы разбираем. Да? Понятно? Тут есть вопросы вот здесь. Күзгі осень. Так, Элман, слышите, нет? Да, слышу. Ага, вас там, в общем... Да, у меня дети тут, поэтому... Күзгі күндер, да, это я понимаю, в осенние дни. Все. Начинаются, постолча начинаются. Да, постолчи, да. Күні күнге жыл полчаска изо дня в день. Ветер, да? Ветер бывает, ну буквально. Начинается. Да. А теперь хара парших пижеля. Это ночи. Ага, так, ночи, черные ночи или как? Так, ну давайте. Ханатарн хатырча как переведете? Ханатарн хатырча, честно, так, не знаю. Непонятно, да? Ну вот смотрите. Да. Хара черный. Ориентация примерно правильная, но в хакасском языке ночь хара, было бы 2а, а харе это черный. Ну, в тюркских языках оно везде хара должно быть. Харе как-то еще по-другому. Харе. А парших это у нас скворец, скворцы. Парших пиже это сестра старшая. И вот хара парших пижелер. Парших пижелер скворцы, ну, сестры, да, получается. Сестры, да. Харе, черные скворцы, и вот сестры. Что делают? Ханет, если вы знаете, в хакасском языке есть сейчас ханет, такой ансамбль. Ханет это крыло. Ханетарен, да. свои крылья, а хатыр укрепляй. Хатырша, значит, что делает? Укрепляет, да. И вот что получается? Да. Черные харе парших пижелер, черные скворцы и сестры. Сестрицы. Да, свои крылья укрепляют. Сейчас это. Дальше, Юлия, читаем. То же самое читаем и переводим оставшие. Вот. Күзгі күнер постолша, күннен күнге шил полша. Хара парших пижелер, ханаттарын хатырша. Хыраларым хурх парып. Хур парып. Хомзынысты шет халды. Хара полутту тартынып, хыро тубанары шайды. Хыро тубанырны шайды. Тубанырны шайды. Так, переводим сначала до хрыларым хур парып. Осенние дни приходят, день ото дня. Не приходят. Ой, наступают. Начинаются, наступают. Начинаются, да, начинаются. День изо дня ветер становится. Бывает, да, ветер бывает. Черные скворцы, сестра. Да, сестрицы можно перевести. Сестрицы, крылышки укрепляют. И дальше. Хырыларым хур парып хыре. Что такое хыре? Это пашня. Хры пашня. Хур парыр, запомните, вот это, ну, может быть, где-то пригодится. Хур пар. Когда вот что-то, вот солнце, когда долго светит, оно что делает? Ну, желтеет понемножку, да. Солнечные лучи как бы вот... Сохнет.
Да, они уже подсохли, они уже не первой свежести, допустим, да. И, в общем, уже к осени они уже увяли. Вот эта вот увядшая вся растительность, уже, она называется хурпар, хурпарган. Хурпары, в общем, примерно осохнувшись, уже вот подвергнувшись уже вот природной влиянию, они становятся уже такие вот подсохшие, да. Хыраларым хурпарып, мои пашни немного подсохнут уже, да. Хомзынысты щатхалды. Щатхал, как переведешь? Остаться. Щат Ложится. ложит, да. Халде остаться. Щатхалды. Остались Где-то лежать. там осталось. Да, Хомзынысты. да. А хомзыныс что такое? Не помню. Горечь. Горечь, ну вот, плохое настроение, да. Хомзынча, человек горюет. Вот. Хомзынсты щатхалды. Остались лежать, горевать. Ну вот, если так перевести на русский язык. Щатхалды остались, да. Хомзынсты в грусти, точнее вот грусть. В грусти остались лежать. Понятно? Хырыларым? Хырылар – это пашни. Мои пашни высохшие, да, хурпар, высохшие, хомзынсты щатхалды остались лежать грустные или в грусти. Хомзынсты щатхалды. Примерно понятная идея? Угу. Так, дальше, Наталья, читаем все и переводим хары полуту тахтынып. Күзгі күннер басталша, күннен күнге шил болша. Қара парших пейжелер, қанаттарын қатырша. Хыраларын хур парып. Хомзынысты щатхалды. Қара полут ту тартынып, хыро тубаңары шайды. Хро тубанырны. Хро тубанырны. Шайды. Так, переводим хары полуту тахтынып. Хары уже знаете. Черный полут облако. Облако, что ли? совершенно верно. Полут облако. Хары полут черное облако. Ту Облако. да, ту, может быть, сейчас сложновато будет, но от слова давайте разберем. Тахт. Тахт, как вы переведете? Тени. Тени, совершенно верно. Тахты. Тахт. А тахтынып, затягиваясь. Ту, ну, тогда вы уже представляете, можете додумать, да, ту это значит плотно затягиваясь. То есть облака плотно затягиваясь. Ну, вот тучи, когда набегают, да, они же вот уплотняются. Черные затянувшись. Да, затянувшись. Хырот. Да, Тубангары это Хро туманы. Да, давайте мы это оставим для Оксаны. Хорошо, Оксана? Также зачитать, и мы доберем последний перевод. Küskü günler pastalça. Вот точнее, Küskü. Ага. Küskü günler pastalça. Күннен күнге шил болша. Қара парших пейжелер, қанаттарын қатырша. Қанаттарын қатырша. Қанаттарын қатырша. Хыраларым хур парып, хомзынысты щатхалды. Қара полут ту тартынып, хыро тубанарны шайды. Ну, давайте опять переведем заново, вот, что вы понимаете. Күнер постальча. Так. Осенние дни начинаются. Изо дня в день дождь бывает. Ветер. Щиль. Ой, ветер. Ага, ветер. Ветер бывает. Черный скворцы сестры свои крылья укрепляют. Хыраларым. Пашни. Так, вот смотрите, тут давайте еще уточним. Пятшие пашни. Хыраларым мои пашни. Хыры пашня, лар пашни, хыраларым мои пашни. Хыралары, да, кому-то принадлежащие пашни, да, а хыраларым мои пашни. Мои пашни увядшие, да, усохшие, пожелтевшие. Ну, я дорисовываю просто образ. Дальше. Хомзынсты щатхалды.
Остались. Да. Щат халды. Лежать остались хомзенста в грусти. Такой в горечи. Лежать остались в грусти. Ага. Хара пулут тутартанып. Хара черный. Черные облака Да. плотно затягивают. Плотно затянутые, да. И дальше. Хрот убанар шайды. Щай в хакасском языке разбрасывай, в общем, ну, в общем, когда вот разбрасываете, где щает тастир, как говорят, разбрасывать, щайды разбросила. Что разбросила? Хром. Хро тубан. Тубан, ну, по аналогии, что напоминает в русском языке? Туман. Туман. А хро, когда утром, да, вот это хро, это вот облески тумана. Когда вот идете, хро тубанар. Это синонимы. В общем, черные облака, затянувшись, хро тубаннар на шайды. Вот эти вот туманы, хро, они еще белесоватые туманы, не просто туманы, такие, ну, они с белым оттенком. Шайды. Их вот распространило, в общем, разбросило вот по пашне, получается, хре. Ну, в общем, примерно вот такой текст. Ну, я как бы намеренно взял стихотворение, чтобы, как ты говорил, немножко как бы мы должны все равно понимать литературные тексты. Это, конечно, простой вариант, но и смотрите, с точки зрения еще просто вот поэтического творчества, тот автор, Раиса Кармашева, ну, на мой взгляд, написала довольно неплохое стихотворение. И видите, это по аналогии идет система аллитерации. В хакасском языке это, вот, в русском языке обычно редко это бывает, а для хакасов это тахпахи, аллитерация – это естественное явление стиха. И обычно в тахпахах рифмуются первые строки, а потом уже пастальча, допустим, полча рифмуется, да, хатрча рифмуется, вот чайды, халды рифмуются, вот эти вот конечные рифмы так называемые. Ну и само стихотворение от описания осени, оно вот как-то можно детям зачитывать. Думаю, что это хорошее стихотворение для развития образной системы и вообще ощущения осени. Ну вот. Сурулар парбаль. Сурлашова. Так. Ага. Юля. Чого? Чего? Так, наше следующее занятие будет теперь в понедельник, 8 часов. Так, у вас там, Наталья, когда? Во вторник, да? Да, во вторник в 8 часов в Большом зале. Так, во вторник, да. Но в понедельник... Вход свободный. Приходите. Ну ладно, вот пока на сегодня все. На следующей неделе мы будем проходить дополнительно еще, ну, у нас там падежи. Мы сейчас проходим падежи. Вы, наверное, заметили, если кто разбирается в филологии, как бы я стараюсь давать, чтобы, ну, потом было осмысленное явление, ну, понимание, что мы проходим по падежам, это ситуации. Дальше мы будем потом изучать еще числительные, прилагательные, там, описания, характеристики. Это где-то еще 20-25 занятий мы потратим. И теперь вы замечаете, да, у нас тут пошли идеи причастные обороты, допустим. Хур-парыб, да. Это теперь сейчас наоборот, надо вот эти вещи тоже будем потом проходить. Есть у нас еще вот щатхал, да, щатхал, это как раз вот тот сложный глагол, не просто щатхан, щатты, да, если бы просто было хомзенсте щатты, но щатхалды. Чем отличается щатхалды, будем потом разбирать. Это тут, ну, тут нет этого щатхалды, у нас таких глаголов много. Шатхал, турсал, отрсал, паркиль, ну и так далее. В общем, у нас еще эта часть останется. Для начального уровня, для знакомства все равно эти глаголы надо будет потом пройти и понимать. Давайте так, блин, мы сейчас, я не успел по общению. К следующему занятию давайте так сделаем такое задание. Приготовьте о себе, что сможете, вот что есть у вас, какой лексический запас, что-то о чем-то рассказать. Можете о себе рассказать, допустим, можете о каком-то явлении,
куда-то съездили, город какой-то, вот, где живете. Давайте вот такое задание сделаем. Давайте так конкретно. Опишите место, где вы живете. Может быть, это город, допустим, да, вот Евгений, Ламан, Юлия, допустим, да, вот местность. Можете сказать, я живу в городе, допустим, да, ну, попримерно. Минчухтапщам Ахдон город. Там, ну и пошло-поехало. Там, что там есть, какие здания, может быть, да. Ну, что сможете сказать, вот какой у вас есть словарный запас, самостоятельно попробуйте написать несколько предложений, 5-6, может быть, 10 предложений напишите, сколько сможете. Это как бы такое домашнее задание на сочинение, на изложение. Цель следующая. Насколько вы можете употребить те знания, которые мы вот, ну, в общем, пытались приобрести или приобрели за наши курсы. Там сколько у нас? Около 30 уроков уже есть. У вас все равно уже есть какой-то запас знаний, запас понимания, уже есть какие-то небольшие, вы уже умеете строить небольшие фразы. И еще, давайте мы в WhatsApp все-таки как-то поактивнее, если можете вот, по времени участвовать. Я сегодня пытался, в общем, закидывать материалы, шел по городу и прямо вот, ну, по одной теме, там, подержу, вот, по какой улице я передвигаюсь, допустим, на Оромеже, старался озвучивать и пояснять, почему вот это слово я употребляю, допустим. Вот какие-нибудь, может быть, такие описательные фотографии, вот, ну, такие простые фразы, тренироваться, вот, описывать какое-то явление. Если мы это будем делать, как бы, мне кажется, у нас словарный запас и говорение, то есть мы будем учиться говорить правильно. Ну ладно, тут у меня время заканчивается. В общем, в понедельнике